Свои рабочие поездки в южные регионы страны исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров начал с Баткенской области. Как отметил Джапаров, Баткен – стратегический регион, он расположен вдалеке от столицы и граничит с двумя сопредельными государствами, поэтому ему должно быть уделено особое внимание. Это участок автодороги Кокташ-Аксай-Тамдык. Его протяженность 25 километров, 23,5 из которых уже завершены. Трасса имеет стратегическое для жителей Баткенской области значение. Завершение этого проекта позволит проехать в Лейликский район, город Сулюкту, а также в села Самаркандек, Актатыр через независимую кольцевую дорогу в обход Таджикистана. Между тем, между селами Аксай и Капчигай строят мост. Тем временем в самом селе Аксай продолжается строительство насосной станции. Оно было начато в прошлом году. Это позволит освоить 140 гектаров новых орошаемых земель. Будут созданы и 500 рабочих мест. Завершить строительство насосной станции планируют уже до конца этого года. Решая проблему поливной воды, улучшаются и условия жизни граждан. Это и большое подспорье для развития сельского хозяйства. Обеспечение населения поливной водой – приоритетное направление в работе правительства, отметил Садыр Джапаров. Решая проблему поливной воды, мы не только улучшаем условия жизни простых людей, но и делаем большой шаг вперед для развития сельского хозяйства. Улучшение и модернизация ирригационных систем обеспечат продовольственную безопасность. Поэтому обеспечение населения поливной водой – приоритетное направление в работе правительства. Актуальной для местных жителей остается и проблема приграничных районов. Для укрепления госграницы необходимо уделить особое внимание именно Баткенской области. Полномочному представительству правительства в области поручено завершить строительство соцобъектов согласно госпрограмме развития приграничных территорий. Также уже даны поручения ГКНБ для решения этих проблем. Кроме того, рассматривается вопрос о передаче Госпогранслужбы в ведение ГКНБ, рассказал Джапаров. Баткенскую область по праву называют родиной абрикоса. Здесь почти во всех селах раскинулись сады, где растет этот фрукт. Всего более 20 самых разных его видов. Баткенцы ежегодно собирают десятки тонн абрикоса. У области большой потенциал наращивать объемы экспорта продукта. ИО президента отметил, что баткенский рис, цветок айгули и абрикосы должны стать мировым брендом. Для этого необходимо внедрение кластерной системы, строительство перерабатывающих предприятий, улучшение инфраструктурных объектов и повышение качества туристических услуг. Именно социально-экономический аспект достаточно ощутимо слабо. Я думаю, именно в этом направлении надо все усилия направлять, поскольку этот сектор является стратегическим. Но сами подумайте, если семьи те или иные, они не будут сыты, не будут одеваться соответствующе, естественно, какая экономика может быть, да? Поэтому, я думаю, с этого надо начинать. Продолжая свои рабочие поездки по регионам страны, ИО президента премьер-министр посетил Иошскую область. На встрече с активом местные жители говорили о социально-экономических проблемах области, коррупции и ситуации в стране. Молодой предприниматель из Карасу рассказал, что в течение года подвергался преследованиям со стороны местных властей. Хотел построить цех по переработке шерсти и кожи, но местные власти не дают это сделать. Уже год приходится бегать по судам, хотя состава преступления нет. Я хочу сказать о коррупции на таможне. Чтобы пропустили груз, необходимо обязательно давать взятку. В противном случае груз не оформляют. Соответствующим госорганам было поручено принять меры для проведения судебно-правовой реформы и поддержки предпринимательства. Чтобы подобных случаев больше не было, будет создана специальная комиссия, а набор сотрудников отныне будет прозрачный. Я говорил, что для инвесторов моя дверь открыта, и практически половина моего рабочего дня посвящена встречам с ними. Они жалуются, что мелкие чиновники требуют взятки. Мы исключим бюрократию, мы приведем все в порядок. Будет обеспечена прозрачность построения новой структуры. Отныне кто желает и куда желает, участвуйте и пробуйте свои силы. Наборы новых кадров будут открытыми.
Решение насущных проблем в регионах в центре внимания деятельности правительства. Садыр Джапаров также заявил, что для него воля народа превыше всего. Судебно-правовая реформа, поддержка малого и среднего бизнеса, строительство соцобъектов, борьба с коррупцией. Эти и другие проблемы были подняты местными жителями на встрече. Развитие тоже имеет место быть, неважно в каком регионе, да. Поэтому если детские сады не хватает, то, естественно, необходимость в этом есть, поэтому местное население поднимает этот вопрос и говорят. Если те или иные регионы нуждаются в медицинских учреждениях, естественно, в условиях пандемии, естественно, они тоже достаточно актуальны на сегодняшний день. Поэтому они не зря поднимают. И объезд руководства нашей страны этих регионов, я думаю, именно целенаправленно и своевременно. Те меры, которые предпринимаются в этом отношении, я думаю, найдут свое предназначение. А эти аильные округи Гоксерек и Гокташ самые отдаленные в Алабукинском районе Джалалабадской области. Всего в 2 аильных округах проживает более 10 тысяч человек. Жители горной местности занимаются в основном земледелием и животноводством. В село Гокташ, расположенном в 350 километрах от центра города Джалалабад, можно добраться не всеми видами транспорта. Дежурный водитель Алабукинской райадминистрации Асанбай Назаров, как никто другой, знает, каково это ездить по каменистым дорогам. Он занимается перевозкой людей уже 8 лет. Когда приезжают гости из-за рубежа или высокопоставленные чиновники, на дежурство выхожу я. Видите, какая здесь плохая дорога. Невозможно ездить по ней. И ничего с ней не делают. Регион отстает и по части инфраструктуры. Здесь острые социальные потребности, такие как нехватка школ, детских садов, чистой воды, больниц, а также проблемы, связанные с границей и безработицей. Сейчас везде коронавирус, а у нас нет соответствующих условий в ФАПах. На УЗИ и рентген мы ездим в центр Алабукинского района, а это в 85 километрах отсюда. У нас здесь много таких же женщин, как я, которые сидят дома без работы. Открыли бы нам какой-нибудь швейный цех, к примеру. Или вот у нас есть остатки шерсти, кожи, можно было бы открыть перерабатывающее предприятие. И тогда мы бы не сидели просто так дома, работали бы. На границе происходит много конфликтов. Иногда, когда скот переходит линию границы, дело доходит до перестрелок. Мы живем в страхе. Это одни из многочисленных чаяний местного населения, которые в скором времени необходимо решить. Чтобы выслушать мнение народа и ознакомиться с проблемами на местах, его президента премьер-министр побывал и в Джалалабадской области. Во время встречи с местными жителями были затронуты социальные и другие проблемы. Часть из них удалось решить на месте. Наряду с этим главе государства задавали вопросы относительно реализации ирригационных и инвестиционных проектов. Кроме этого, прозвучал вопрос касательно низких заработных плат работников государственных структур. Мен жалпы маданият кызматкерлеринин үнүн жеткирип коеюн деп атам, себеби 30 жылдан бери жетпей келатат. Биз тагдырдын өгөй балдары болуп, мына жогорку кеңеште бир депутат аял айтты эле, 10 000 сомго иштеген адам барбы деп. Бизге 10 000 сом болгондо тебиз көккө кыргытып иштемекпиз. Алган айлыгысы бизден маданият кызматкерлердики 3600 сом айлыкка иштешет. 5000 сом квартирага төлөйт, 5000 сом түшкү тамак, 5000 сом жол кире. Эмгек акы боюнча айтып атасыз. Эмне үчүн эмгек акылар аз? Я вам объясню, почему у вас такие низкие зарплаты. Потому что наша страна, госструктуры за 30 лет независимости погрязли в коррупции. Дайте нам время искоренить коррупцию, и тогда вы увидите, как увеличится оплата труда. Но вы тоже должны нам поспособствовать, чтобы мы исключили коррупционные проявления во всех госструктурах, начиная от детских садов, заканчивая Джогорку Кеңешем. Искоренив коррупцию, мы пополним госбюджет, и, соответственно, повысится и ваша зарплата. Потерпите немного.
Открытие новых предприятий, что позволит создать новые рабочие места, строительство соцобъектов, в которых так нуждаются отдаленные регионы республики, решение вопросов существующих на приграничных территориях, ну и, пожалуй, главное – доступ населения к чистой питьевой воде и налаживание ирригации. Вот те вопросы, на которые необходимо обращать особое внимание. Без развития регионов невозможно достичь развития страны в целом. Об этом мы говорим всегда. Вот и ИО президента. Премьер-министр Садыр Джапаров объездил южные регионы страны, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах и в скором времени решить эти проблемы. Ведь сильные регионы – это сильная страна, фундамент, на котором строится экономическое и социальное благополучие. Бигаим Бигалиева, Синтур Абыкеев, Ала-То, 24. Итоги недели.